Уже 31 год главный информационный печатный источник Ингушетии «Тезка нашей республики» в своих публикациях освещает общественную жизнь. В арсенале редакции больше 20 рубрик. Задача охватить все, и она остается неизменной с момента запуска газеты. Сегодня перед нами много задач, приходится постоянно инновировать, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но одно остается неизменным – это выпуск качественного продукта, проверенной информации, чем и занимается, в принципе, газета с момента ее создания. Лиза Арсамакова – самый молодой сотрудник издания. В дружный коллектив она окунулась в 23-м. Девушка с детства мечтала стать журналистом, окончила московский вуз и около года как информирует о событиях в республике. Пишет о чрезвычайных происшествиях, аварии, пожары, громкие криминальные события, аресты, кражи и другие темы из этой рубрики работы Лизы. Я часто отслеживала именно новости газеты «Ингушетия». Мне кажется, это ведущее интернет-издание у нас в республике, и поэтому мне именно хотелось работать в этом издании. И поэтому, был выбор туда и туда подать, но я все-таки решила устроиться на работу сюда. Поэтому я часто следила за новостями моих старших коллег. Мне очень нравилось, как они писали. Мне всегда хотелось стать частью именно этой команды. Достоверность и оперативность – два главных правила журналистики. Свои темы корреспонденты газеты находят из официальных источников, комментариев представителей госвласти, пресс-служб. Не исключены и личные связи. Павел Цароев в газете почти 20 лет. Его смело можно назвать одним из ветеранов издания. За 20 лет написал тысячи статей, начиная от политики и заканчивая криминальной тематикой. Сейчас больше предпочитает спортивные публикации. Я помню такой эпизод, когда мы приходили, и новый номер газеты нам приносили в рулоне, в таком круглом рулоне. Потом всю редакцию сгоняли в кабинет, и мы вырезали каждую газету ножницами, и потом складывали кучку. Вот так работали в начале, когда мы были. Компьютера было всего два старых компьютера в редакции. Материальная база была не очень хорошая в 2005 году. Из транспорта только один старый «Жигуленок» был. Но с тех пор прошло много времени, газета прошла большой путь, твердо заняла лидирующие позиции в сфере СМИ республики. Газету знают и за пределами республики. Опытные корреспонденты делятся с молодыми своими профессиональными навыками, а те, в свою очередь, помогают идти старшим коллегам в ногу со временем. С 2015 года газета работает не только с бумажными носителями, активно начали печатать в интернете. На сегодня выходит на нескольких площадках, самая популярная – мессенджер Telegram. Мы стараемся адаптировать под потребности нашей аудитории. Это хорошо понимал и предыдущий главный редактор Боков Шамсудин, под чьим руководством в 2015 году коллектив газеты сделал качественный рывок в своей работе. Тогда был и запущен именно интернет-газета «Ингушетия», которую мы сегодня все знаем, которую читает вся республика. Это был на тот момент первый государственный интернет-ресурс нашей республики. Также в 2024 году мы провели полный редизайн сайта, логотип, повели видеоформат, чтобы подстроиться под потребности современного медиапотребления. В ближайшее время мы вводим стримы, подкасты, то есть это уже будет полноценная видеостудия. Не на базе газеты, мы отдельно сняли другое помещение, большую видеостудию. Там мы будем уже практиковать формат подкастов, стримингов. Нынешний главный редактор – ровесник газеты. Рашид Хамхоев родился 23 апреля, за день до выхода газеты. Но это не мешает продолжать информировать жителей достоверной информацией. Среди благодарственных писем и других достижений газеты в кабинете главного редактора висит первое издание газеты «Ингушетия». Оно вышло 24 апреля 1993 года. Здесь несколько колонок. Есть обращение к читателям, интервью с первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым, немного криминала, а также реклама. Тираж первой газеты – 3000 экземпляров. Этот передали в дар изданию. Больше такого по объему информации нет и поэтому занимает почетное место. А коллектив газеты – это около 30 человек. Поздравляют коллег с очередной годовщиной. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Магаз 24.